О нововведениях поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Марина Мартынова, заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан. Марина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень много новшеств введено в 2025 году, причем они периодически январь, февраль, март, апрель. Какие-то нововведения есть, которые с завидной регулярностью у нас появляются. За всеми не уследишь. Может быть, схематично хотя бы расскажем о некоторых из них. Невозможно идти в ногу со временем, не вносив изменения в законодательные акты. На сегодняшний день, 2020 года, Росреестром и с участием Росреестра принято около 80 федеральных законов. Существенный блок изменений вступил в силу с 1 марта 2025 года, который был внесен федеральным законом от 26 декабря 2024 года, номер 487 ФЗ. Данный закон, его можно разбить на несколько блоков. Первый блок, который обязывает юридические лица взаимодействовать с Росреестром в электронном виде. Второй блок связан с «построил, зарегистрируй». То есть в случае, если застройщик построил объект недвижимости, он обязан уже в определенные сроки зарегистрировать свои объекты недвижимости. Третий блок изменений: с 1 марта сделки с земельными участками могут проходить только в случае наличия их границ в Едином государственном реестре недвижимости. Это такие существенные изменения, которые вступили в силу с 1 марта этого года. Одно из основных – это именно проведение некоторых процедур онлайн. Какие онлайн-процедуры, какие процедуры теперь проводятся только онлайн? Да, с 1 марта закон обязал юридические лица обращаться к нам только в электронном виде. То есть договоры долевого участия обязательно теперь нужно подавать нам и заключать их только в электронном виде. Раньше это было право застройщика. За 2024 год у нас застройщики, в принципе, уже были готовы к электронному взаимодействию. 85% регистрации всех договоров долевого участия к нам уже подавались в электронном виде. Но с 1 марта должно быть уже 100%, вернее, уже даже есть 100%. С какими-то трудностями сталкиваются, то есть насколько этот процесс легко прошел? Трудностей, в принципе, таких больших нету. Если у кого-то возникают вопросы, управление Росреестра по Республике Башкортостан организует бесплатно обучающие семинары. Мы всегда готовы ответить на вопросы бизнеса. Мы за 2024 год уже провели около 300 таких обучающих семинаров. В этом году мы тоже активно, практически еженедельно проводим такие обучающие семинары. То есть у бизнеса возникает вопрос, мы оперативно даем ответы. Если необходимо, чтобы сотрудники к нам подошли и мы на практике показали, как пользоваться сервисами Росреестра, мы это делаем. Особых трудностей у бизнеса в республике, в принципе, не возникает. Насколько предприниматели охотно идут на эти семинары, и сами приходят, и отправляют, может быть, своих сотрудников? Востребовано ли это? Ранее, наверное, это было не очень охотно они шли, потому что закон им давал право. Можете в электронном виде, можно в бумажном виде. Сейчас, когда закон их обязывает только в электронном виде с нами взаимодействовать, они очень активно откликаются на все наши семинары, участвуют, задают вопросы. У нас есть чат в телеграм-канале по электронным услугам Росреестра. Там ежедневно задаются 10-20 вопросов, на которые мы стараемся оперативно ответить. В принципе, проблем нету, и бизнес сейчас очень активно пользуется электронными сервисами Росреестра. На сегодняшний день услуги Росреестра для граждан, например, индивидуальные предприниматели у нас как граждане подают документы, они могут подать в электронном виде через госуслуги. Юридические лица подают к нам документы через личный кабинет правообладателя на сайте Росреестра. Это бесплатные сервисы, через которые подаются документы в электронном виде. Многие крупные компании, они приобретают платные электронные сервисы, которые вшивают в свои программные продукты. Бизнесу, наверное, крупному бизнесу удобнее пользоваться какими-то такими крупными масштабными проектами. Все-таки задам этот вопрос, несмотря на то, что он, наверное, риторический, но тем не менее электроника иногда дает сбой. Всякое бывает. Это все-таки компьютеры и так далее, серверы, они тоже имеют право перезагрузиться. Электронное взаимодействие, вообще, насколько оно упростило, может быть, жизнь предпринимателей, Росреестра в частности?
Упростила намного для Росреестра, очень сильно упростилось, потому что нет бумажных документов, не нужно идти в МФЦ, сотруднику МФЦ не нужно сканировать документы, заверять их электронной цифровой подписью. Бизнес сам в удобное время, либо вечернее, либо выходной день, выбирает какой-то промежуток времени, подает документы. То есть для бизнеса это экономия времени. Сроки рассмотрения таких заявлений сокращены, буквально там 1-2 дня, если нет замечаний к документам. Поэтому для бизнеса подавать документы в электронном виде не так сложно. Мы разработали различные инструкции, видеоролики, до бизнеса доводим, поэтому проблем нету, подается заявление очень много к нам в электронном виде. Получаете обратную связь от предпринимателей, от бизнес-сообщества? Да, мы ежеквартально проводим опросы предпринимателей, потому что нам важно знать, что именно, например, их не устраивает в услугах Росреестра, какие-то предложения по доработке сервисов. Бизнес активно отзывается на эти опросы, мы принимаем во внимание все их замечания. Поэтому очень рада, что предприниматели идут к нам на обратную связь. И вот, пользуясь случаем, наверное, призываем всех предпринимателей, юридических лиц при обращении в органы регистрации прав обязательно указывать свои контактные данные. Потому что если у регистратора возникают какие-то вопросы, мы своевременно позвоним, своевременно предприниматель устранит какие-то нарушения, и услуга будет оказана в максимально короткий срок. Марина Валерьевна, мы с вами в основном говорили о предпринимателях, о том, что электронное взаимодействие с бизнес-сообществом стало гораздо проще. Бизнес-сообщество теперь это понимает. Если говорить о физлицах, сейчас какие услуги остались онлайн, какие невозможно оформить онлайн, нужно их именно приходить в офис? Для физических лиц все услуги доступны как в электронном виде, так и в бумажном виде. Но ежегодно, даже можно сказать ежемесячно, физические лица активнее пользуются электронными сервисами Росреестра. Например, у нас через личный кабинет правообладателя можно подать некоторые виды заявлений, не имея электронной цифровой подписью. На госуслугах подает заявление физлицо через приложение «Госключ». Тоже очень популярно. Многие госорганы уже внедрили в свои сервисы возможность получить бесплатно через приложение «Госключ» электронную цифровую подпись. Поэтому физические лица тоже уже активно используют электронные сервисы Росреестра. Какие-то есть нововведения, которые касаются именно, может быть, жителей республики вот, в повседневной жизни, и стоит к ним присмотреться, вот именно ваша рекомендация? Но основное изменение, которое вот я вначале озвучила, это теперь все сделки с земельными участками будут проводиться только при наличии границ этого земельного участка в ЕГРН. Поэтому, как рекомендация, если граждане хотят приобрести какой-то объект недвижимости, земельный участок, обязательно посмотрите, есть ли у него границы в ЕГРН. Потому что если границ нет, то регистратор, к сожалению, приостановит такую сделку. Также немножко усложнилась процедура постановки ранее учтенных объектов на кадастровый учет. Сейчас для постановки объектов недвижимости, как ранее учтенный, необходим межевой и технический план. А ранее это было либо технический паспорт старого образца, да, либо какой-то старый документ на земельный участок. Сейчас все идет к тому, чтобы все объекты недвижимости были в ЕГРН с границами. Поэтому с 1 марта вот для ранее учтенных такое дополнительное требование появилось. Есть какие-либо исключения при подаче документов онлайн в электронном варианте? Да, для юрлиц обозначено 3 исключения. Первое исключение из правил – это если сделку юридическое лицо заключает с гражданином. В этом случае может юридическое лицо обратиться в МФЦ и подать документы в бумажном виде, за исключением договоров участия в долевом строительстве, которые заключаются только в электронном виде. Следующее исключение – до 1 января 2026 года такие юридические лица, как садоводческие некоммерческие товарищества, гаражные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства все-таки могут обратиться в Росреестр в бумажном виде. То есть год – это такой переходный период именно для этой категории лиц. Следующее исключение – это если вдруг будет какая-то техническая неисправность сервисов Росреестра, и об этом будет размещена информация на сайте Росреестра, то в этом случае тоже бизнес может обратиться в МФЦ и подать документы в бумажном виде. Марина Валерьевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о тех новшествах, которые есть и которые касаются и предпринимателей, и физлиц, жителей нашей республики. Я надеюсь, что будет воспринята эта информация к сведению для того, чтобы решить все оргвопросы. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.